Кулгали. Фрагмент 3. Салям, дуслар! Готовится к печати вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». В нее вошло 33 персонажа. Кулгали – родоначальник булгарско-татарской поэзии. Его считали аулия, то есть святым. Если бы Кулгали ничего в своей жизни не совершил, кроме того, что написал свою замечательную поэму «Кыса-и-Юсуф» «Сказание о Юсуфе», он все равно бы вошел в историю. Его имя стоит в одном ряду с такими известными стихотворцами Востока, как Омар Хайям, Хафиз, Низами, Алишер Наваи, Шота Руставели. Весь мир чествовал в 1983 году 800-летний юбилей Кулгали, именно как великого поэта, внесшего яркую жемчужину в фонд мировой культуры. О необычайно высоком рейтинге поэмы о прекрасном Юсуфе говорит и тот факт, что вплоть до XIX века, с XII по XIX век, эта книга оставалась непременным атрибутом приданного казанских невест. По ней люди сверяли свои нравственные ориентиры. Те, кто помладше, брали образцом для подражания Юсуфа, а старшее поколение его отца Якуба. Поэма, написанная на кыпчакско-агузском варианте старотюркского литературного языка, литературные тюрки, дала толчок развитию всей тюркской поэзии. Турк Хамза, Узбек Дурбек и многие другие средневековые мастера художественного слова считали Кулгали своим учителем. Ныне разрушенный Беляр, где подолгу проживал Кулгали, вторая столица Волжской Булгарии, с ее белокаменными дворцами, мечетями и минаретами, централизованным водопроводом и общественными банями, превосходила по размерам тогдашний Париж и Рим. В древних тюркских государствах власть часто менялась от одной царствующей династии к другой, но их подданный народ по языку, крови, традициям, вере был один и тот же. Это был тюркский или татарский народ. Вот как об этом писал английский профессор Паркер в начале прошлого еще века. Я уже в Хинаревив довольно долго доказывал, что скифы, гунны и тюрки были различными стадиями исторического развития одних и тех же племен. Затем Шавань, Хирт и другие авторы более детально исследовали данную проблему. Конец цитаты. Паркер называл все эти тюркские племена одним собирательным названием – татары. Булгарское ханство тоже входило в систему тюркских империй, являясь одним из развитых культурно-экономических центров. Казанский историк XIX века Хусаин Амирхан, пересказывая рукопись XVII века хивинского хана Абул-Гази, родословная татар, приводит сюжет, в котором говорится, что город Булгар основал один из потомков татар-хана, старшего брата Мун-хана. Его неправильно стали называть вместо Мунга монголом. Отсюда и пошло нелепое словосочетание «монголо-татары». Так что, согласно древним летописям, в жилах грозных завоевателей Батыя и жителей Булгара текла одна и та же кровь их общего предка татар-хана, и первых и вторых поэтому смело можно называть татарами.